Всем привет, меня зовут Аина. Я надеюсь, что вы меня еще не забыли. Возможно, я как-нибудь запишу ролик на тему того, почему меня так долго не было, расскажу, что со мной происходило, и т.д. и т.п. А может и не сделаю, не знаю. Если честно, это уже моя третья попытка записать это видео. Все остальные попытки не увенчались успехом, потому что там не было фокуса на протяжении всего видео. Всем привет, меня зовут Аина. Всем привет, меня зовут Аина. Я не знаю, то ли мне что-то пытается сказать, что Аина, не стоит снимать этот ролик, то ли еще что, я не могу понять. Я надеюсь, что на этот раз фокус есть. Я решила поменять ракурс, потому что я уже устала ставить каждый раз камеру наверх, глаза устают. Ну что ж, давайте начнем. Поскольку я люблю рисовать, а также интересуюсь кино, то в моей голове закралась мысль, почему бы не совместить эти две темы. Так и родилась идея снять видео о якутской анимации. Кто их делает, какие мультики у нас есть и вообще углубиться в эту тему поподробнее. Погоди, перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. И важная поправка. Это не обзор якутской анимации, скорее всего, это история якутской анимации. Поэтому не знаю, для кого этот ролик я снимаю, кому вообще интересно будет смотреть на такую тему, но мне самой это интересно, поэтому я это снимаю. Ну, если честно, да, по традиции, я ничегошеньки не знала про эту сферу до того, как решил записать про это ролик. И у меня получился сценарий на 14 страниц. Поверьте мне, это очень много. Про феномен якутского кино мы все прекрасно наслышаны. Якутский кинематограф развивается, растет, появляются новые кадры, финансируется, поддерживается и так далее. А вот про якутскую анимацию мы мало чего слышали, и нетрудно догадаться, скорее всего, финансирования бюджета там так такового и нет. И именно поэтому, наверное, некорректно будет сравнивать мультики с кино или же оценивать их так же, как кино. Поэтому мультики, наверное, стоит оценивать немножко по-другому, немножко полояльнее, помягче, поскольку стоит учитывать, что на одну секунду мультфильма затрачивается намного больше труда, сил и времени, чем мы можем себе представить. Вот такое вот предисловие, а мы давайте начнем. Стоит отметить, что истоки зарождения якутской анимации весьма хаотичны. Люди пытались на голом энтузиазме что-то попробовать, сделать и т.д. и т.п. И можно, наверное, посчитать первым первоначальником якутской анимации, который сделал первый якутский мультик, это национальное телевидение НВК Саха. Начало всему этому положила история о старушке Беберикен. В далекие 90-е годы НВК Саха выпустила первый мультик, если быть точнее, в 96-99 годах. Точный год мне неизвестен. Авторы Анатолий Кириллин, Сардана Иванова, аниматоры Ариана Куличкина и Алексей Татаринов. Офигеть, я выучила этот листок наизусть нафиг. Правильно, потому что третий раз снимаю уже. Старая добрая сказка про то, как бабушка нашла на поле цветок и решила его посадить во дворе. Но вместо этого у нее появились дочка с зятем. Ну что сказать, добротный мультик моего детства с хронометражом в 7 минут. Вся история подается закадровой озвучкой, а герои перемещаются в 2D измерении. Очень прикольно стилизован, и сам мультик выполнен максимально просто. Но мне кажется, для того времени это было нормально. Также были подражатели уже и от других авторов, учащихся 8 классов, которые сделали ремейк почти спустя 20 лет в 2018 году по этой же сказке. А про мульт 2018 года могу сказать, что ребята потрудились на славу. Тут вам и показ движений, и быстрая смена кадров, и эмоции. Но это не отменяет того факта, что мульт вышел немного крипово. Спустя пару лет, а именно в 2002 году, выходит уже другой мультик под названием «Однажды», автором которого является Октябрина Потапова под руководством Союзмультфильма. Описание гласит: мультик для детей по мотивам якутской сказки «Торобос и Цесангас» о двух смелых и находчивых охотниках, перехитривших наглое лесное чудовище по имени Могус. Действие разворачивается в зимней тайге, где два друга-охотника радуются своему улову, а потом офигевают от того, что их добычу стырил какой-то местный гопник, чудище по имени Алла Могус. Но охотники, проявив смекалку, обгоняют чудище и сохраняют свой улов.
Стоит отметить, что этот мультик был выпущен под авторством Союзмультфильма и участвовал в кинофестивалях, например, Суздаль 2003. Ну и Октябрина Потапова, скорее всего, представитель российской анимации, нежели местной якутской. Среди других ее работ это «Новые приключения Ёшки-бабки» и «Ненастоящая девочка». Далее, возвращаясь чисто к местному производству якутских мультиков, я нашла работу Константина Тимофеева «Алла Магус» 2006 года. Описание гласит: жил-был старик по прозвищу Чача-хан, и было у него 3 сына, которые в свою очередь были очень непослушными. Однажды, когда старик задремал, непослушные дети пошли в лес гулять. Долго шли они по лесу, пока не наткнулись на человеческий череп. Звучит очень интересно, знаете, что будет дальше. И данный мультик меня как-то приятно шокировал и удивил. Это был Чум Алла Магуса. Тут вам и летящие мешки, и человеческое мясо, и дети без рук. И все это уместилось в 7 минут. В общем, веселый мульт. Да и стилистика тоже весьма необычная. Дети с черными глазами без рук. Монстр тоже нарисован весьма интересно. И фон тоже такой необычный. В принципе, по структуре и подаче напоминает самый первый мульт про старушку Биберикянь. Только там озвучка была на якутском, а здесь чисто все на русском. Но из интересного факта стоит отметить, что эта работа была дипломным проектом Константина Тимофеева и даже есть на Кинопоиске. Но забегая вперед по хронологии мультиков, можно найти и другие работы Константина Тимофеева. Например, «Турак Караджуннамите». Это история про наглую ворону на 5 минут. Турак кара джухиннаммите. «Ит», что в переводе означает «собака». Логично, что история будет про собаку. Главная идея – это то, что собака – друг человека. «Чичах он намогус». История про наглую птичку. Чичак монгус икки. Ава монгус чичак яллах. А мы переходим дальше. Следом идет «Карась-комар» Роберта Лапидаса при поддержке Arctic Cinema 2007 года. Мультик на 14 минут, отражающий экзистенциональный кризис главного героя. Все в жизни и так понятно. Всякие загадки разгадывать не собираюсь. Описание гласит: повесть о глупом парне, который стал везунчиком благодаря добрым духам, но отказался от мудрости. Все заканчивается благополучно. Нам даже так спойлернули немножко, но я все равно вообще не поняла что-то смысла этого мультика. Не особо мне этот мультик зашел по смыслу. Чем больна моя жена? Но выполнен очень красиво, очень ярко, красочно. И стиль, знаете, он такой самобытный, совершенно другой, не похожий ни на что другое. Поскольку это мультик 2007 года, уже есть местами даже 3D-анимация. Чудеса! Смертный сам к нам провалился и закуску приволок. Говорит, что стряслось. Ну и в целом есть многоголосая озвучка, что не может не радовать. С Робертом Лапидасом история обстоит вот как. Он после окончания в Москве высших курсов анимационных сценаристов и режиссеров в Москве приехал сюда, в Якутск. Но, к сожалению, ему никто не дал поля для реализации возможностей. Он хотел открыть свою студию, обучать новые кадры. И на этот счет он высказывался вот как. Создание мультфильма требует больше времени и денег. Некоторые якутские фильмы и вовсе снимают за смешные бюджеты в 300 тысяч рублей. А у нас история другая. Чтобы сделать картину длительностью около 15 минут, нужно вложить примерно 3 миллиона рублей. Но, несмотря на отсутствие госбюджета, Лапидас создает мультики. Правда, чаще для других регионов и стран, нежели для Якутии. Среди его картин это воплощение выигравшей приз фестиваля кино Арктики «Карась-комар», который мы только что рассмотрели, и отмеченный на фестивалях «Святая Анна» и «Небесный конь» мультфильм «Круговорот». Далее на очереди следующая работа. Полнометражная картина под названием «Нюргун Баатур Стремительный», 2009 год. Режиссер-аниматор Анна Слепцова. Запомните это имя. 50-минутный мультфильм, снятый по мотивам народного эпоса якутов Олонхо. Ну как снятый? Он, скорее всего, нарисован. Былыр, сақалар төрүттөрө, аракаыттан техинне гайы аймактара олук суян олорор,
Орто ания дойдулара ананан айыллыбыта эбите үһү. Картина выпущена не только на якутском языке, также она была переведена на русский, английский, немецкий, китайский, японский и корейский языки. Вы представляете? Про сюжет говорить, конечно же, не стану, потому что здесь все и так понятно. Отмечу лишь то, что картина выполнена, весьма неплохо, учитывая хронометраж, да? Фильм сняли по инициативе Музея музыки и фольклора Якутии. Если говорить о бюджете, то нам не о чем с вами говорить, потому что его нет. Как я вычитала где-то в каком-то интервью, что говорит сценарист данной картины Мария Корнилова, что они начинали на голом энтузиазме, у нас была идея, и мы начали его воплощать. Когда уже работа пошла, нам помог народный депутат Александр Жирков, рассказывает она. Вот, такие вот дела. А мы переходим дальше. Переходим ко второй главе. Расцвет. Это 10-е годы. Потому что уже анимация была намного доступнее для людей, и уже много кто мог научиться рисовать, и уже более так и появилось и 3D, и 2D, в общем, понимаете. Далее в очереди работа Дениса Царинджапова «Батур» 2013 года. По секрету говоря, мне кажется, это самый красиво нарисованный мультик якутский, который я видела в своей жизни. Нашла на просторах Ютуба, и мне кажется, это был только отрывок, потому что там концовки не было. Не нашла полной версии. Сюжет рассказывает историю Ниргуна Батура и о его сражениях. Впрочем, я не буду дальше рассказывать сюжет, потому что вы должны это сами увидеть. В интернете я нашла крайне мало информации об этом мультфильме. Единственное, что я смогла откопать, это интервью с самим автором этого мультика, Денисом Царинджаповым, в котором он говорит, что идея нарисовать Олонхо у него родилась еще в детстве. Вот есть аниме японское, есть американское. Мы скрестили оба эти стиля и добавили национальный колорит. В результате получили совершенно новый продукт. Вот что он говорит. И, конечно, можно заметить, что уровень анимации здесь значительно выше всего того, что мы смотрели ранее. Далее мы переходим к страшилкам Севера. Акела Animation. Вы все слышали и видели про эти мультики. Если не знаете, то это YouTube-канал, на котором выкладываются серия роликов под названием «Страшилки Севера». Первая серия выпустилась в 2015 году, и по сей день на канале выходят серии «Страшилок Севера». Акела пугает своей простотой и неожиданностью, рассказывая страшные истории из якутских поверий и рассказов. Короткие ролики на 5 минут действительно стилизованы очень самобытно. Здесь разнообразие эффектов и количество анимации не важно. Самое главное – это история, а также звуки. В общем, посмотрите, не пожалеете. Например, в детстве я боялась смотреть данные ролики, потому что думала, что они реально страшные. И вообще я думала, что их делает какая-то большая команда, или же НВК Саха, или что-то такого. Но оказалось, что это творение всего лишь одного очень талантливого человека, Акима Харбанова. Кстати, сейчас он занимается разработкой собственной игры. Далее мы врываемся в 3D-мир Сафрона Варламова. Скорее всего, вы все видели этот мульт 2017 года по мотивам якутской народной сказки «Тал-Тал и Мерси». Мультик на 2,5 минуты про бабушку, которая вышла набрать воды, но упала. Даже мои племянницы, которым был годик, смеялись с момента падения бабушки. Однако здесь уже есть и озвучка главных героев, и в целом это простая добрая сказка, экранизированная в мультик. История также повествуется закадровым голосом. Ген баран оғынныры барақстан кәләне мәқсинин мустан турорда, онна үйері көті балағаннарығыр сылас чейхе, ире хоро кепсете бардылар. Но до этого была и другая попытка сделать мультик по той же сказке в 2015 году. Концовка немного другая и хронометраж на 5 минут.
Поскользнулась бабка. Упала, да оба ведра пролила. Можно заметить очевидную разницу в опыте первого и второго мультика. Но также помимо сказки про Тал-Тал Амяхсин, на канале Сафрона Варламова есть и другие работы. Например, «Олон Ходайдута» 2017 года и «Поздравление с годом обезьяну». Дарым чыгылатмалар падаха беппенди. Бүгүн аксыня тут биришкене болбу дебитти. Сарсыңыттан мен сыным сагалана. Ну и, конечно же, человека с таким потенциалом было невозможно не заметить. И вот уже через несколько лет, а именно в 2022 году, Сафрон Варламов анонсировал свой собственный проект под названием «Дети АИ», будучи уже работая в анимационной студии «Феникс» в Москве. На канале Феникс Анимация проект был анонсирован 9 месяцев назад, а после этого ничего касаемо продолжения мультсериала не было. Скорее всего, проект находится на стадии разработки или чего-то такого. В любом случае, поживем, увидим. На ютубе можно найти множество реакций на анонс «Дети АИ». Правда, реакции неоднозначные, но все же. Это все равно хорошо, потому что «Дети АИ», мне кажется, это единственный мультсериал, который популяризирует якутский фольклор на всероссийском уровне. Про аниматора Сафрона Варламова могу с уверенностью сказать, что человек сделал себя сам. Он нигде не учился по специальности, однако, работая не покладая рук, смог стать востребованным профессионалом своего дела. Сейчас он работает в студии «Феникс», и из популярных проектов можно отметить «Дух моей общаги», который выходил на канале «Феникс Анимация». Более подробная информация про самого Сафрона Варламова тоже есть на ютубе. Далее мы переходим к 3 главе. Это нынешнее время, да, когда уже анимация стала настолько доступна, что каждый может нарисовать свой мультик. Но планка качества мультиков, она повысилась в разы. «Винтовая тяга» Александра Иннокентьева 2018 года. Очень красивый и атмосферный мультик. Рассказывающий про главного героя и его детскую мечту, которая оказалась реальностью в непростое время. Анимация выполнена на уровне, и стилизация очень интересная. Здесь и проработка деталей, и необычные ракурсы, и просто очень завораживающая картинка. В общем, работа со смыслом. Переходя дальше, нельзя не упомянуть о том, что помимо мультсериалов, мультиков, есть и студии анимации, которые непосредственно обучают детей, школьников и людей мультикам. Например, ДК или ДК Animation. Руководитель Данил Паскачин, и он закончил британскую высшую школу дизайна по 2D анимации в Москве. И сейчас преподает студентам покадровую 2D анимацию в колледже креативных индустрий Аяр Устер. Оюлук. Руководителем детской студии анимации Дворца детского творчества Якутска является Анна Слепцова. Вы вспомнили ее имя? Помимо студии у Анны Слепцовой есть и другие проекты. Например, мультипликационный фильм «Нельтек» создан творческой группой Музея музыки и фольклора народов Якутии. Режиссер и аниматор мультфильма Анна Слепцова. Мультфильм основан на одноименном эвентском героическом эпосе. В нем рассказывается о красавице Нельтек и о ее верном друге Олене, который помогает ей пройти через все испытания и найти свое счастье. Отучившись в Питерском институте кино и телевидения, Анна Слепцова возвращается в Якутию. Сейчас Анна работает и учит детей создавать мультфильмы. А теперь мы переходим к Чохон. Это, наверное, местный Get Movies. Это детский YouTube-канал, который был создан в 2019 году и уже набрал более 1 миллиона просмотров. Главной целью канала, по словам создателей, является изучение истории народа Саха, популяризация культуры и родного языка среди подрастающего поколения. На канале выпускаются разного рода видосы, начиная от мультиков, заканчивая летсплеями. Мы производим анимационные мультфильмы и рубрики с участием детей. Также публикуем различные программы от НВК Саха, Мультидитек и других местных авторов.
аниматоров. Эти проекты на якутском языке будут полезны для самых маленьких детей и школьников всех возрастов, рассказывает автор проекта Надежда Васильева. Можно выделить один интересный проект, который выкладывается на канале Чохон от анимационной студии Керемес, мультсериал «Мичияне», автор Анатолий Афанасьев. Сорогор аакудук мас диэн ааттыыллар. Түң былыргын омоқтор кәпсииллеринен кини ортодойдуга үйүнел диэн эбитүхү. Про этот мультик можно сказать, что это чисто якутское аниме. На канале доступны первые серии с продолжительностью около 10 минут. Күннәй көрүй, бөрі солы болақ. Белеті әбіттір. Қарыстық бұтын, нады соғыты қиынырынақ бұтын. Мультсериал имеет чисто оригинальную историю с элементами эпоса Олонхо. Например, первая серия повествует о девушке Мичияне и ее непростой жизни. Но это не просто анимация, на которую наложили закадровый звук. Это полноценная картина со своими диалогами и героями. Прям как настоящее аниме. Очень понравилась якутская озвучка. Также мультик можно посмотреть и в русской озвучке. Также нельзя не вспомнить про детский мультик Току, который тоже, оказывается, выкладывается на канале Чохон. Описание гласит: мультипликационный сериал, повествующий о приключениях домашних животных. Току – главный герой. Он является третьим ребенком в семье. Вместе с друзьями он изучает окружающий мир, учится преодолевать трудности. В мультик вошли 20 серий, посвященных добру. Создателями проекта являются НВК Саха. Это коротенькие 5-минутные мультики, сделанные 2D-анимацией на якутском языке. Ой. Так сказать, местные 3 кота, свинка Пеппа и так далее. И мы плавно переходим к НВК Саха. Анимационная студия при НВК Саха.ру производит мультсериал Току про маленького жеребенка и его друзей, а также Аптах Кюсь про мальчика Айтала, который хочет стать супергероем. Студия также занимается официальным дубляжом на якутский язык российских мультсериалов, таких как Фиксики, 3 кота, Малышарики и так далее. У них есть собственный сайт, на котором размещены все мультики, а также я нашла игры, в которые нельзя поиграть. Далее рассмотрим по хронологии Кэнкэдан 2020 года. Это 9-минутный мультик о девочке, спасшейся от оспы. Как гласит описание, история о маленькой Кэнкэдан не выдумка. Девочка действительно жила на севере Якутии в 19 веке. Поведать всему миру удивительную историю спасения решила правнучка Кэнкэдан Маргарита Попова. По словам девушки, идея родилась в 2019 году, когда в ее собственной жизни наступил своеобразный творческий кризис. Над созданием анимационной картины трудились специалисты по анимации из Якутии под руководством известного режиссера Сергея Киатрова из Казани при финансировании Алроса. Очень такой модный, стильный мультик, выполненный по всем модным сейчас канонам. Теперь мы приходим к моей самой любимой части. 4 глава «Не вошедшая». Почему я решила создать отдельную такую главу, и сделать список «Не вошедшая»? Все потому, что есть мультики полноценные, а есть даже студии, которые мы сейчас только что посмотрели. А есть еще и другие проекты, работы, как это еще назвать, даже не знаю, которые, просто нельзя не упомянуть в этом ролике. Именно поэтому я представляю вашему вниманию якутских блогеров-аниматоров. Правда, я их нашла только 2, но ничего страшного. Канал под названием Гумунксвит. Описание гласит: привет, меня зовут Яна, я рисую и анимирую на этом канале. На минуточку, на этом канале почти 400 тысяч подписчиков. И я никогда, ни разу не слышала о существовании этого канала. Знаете, я была в шоке. Яна очень большая молодец, потому что у нее очень необычный стиль рисования. Потому что на своем канале она делает коротенькие ролики, которые сначала они были на английском языке, а потом она начала делать уже на русскоязычную аудиторию. Сейчас последние видосы — это про рисование. Далее Кирка или Кирка. Описание гласит: всем привет, меня зовут Кирилл, учусь рисовать мультяшки, у меня сейчас не получается, но я стараюсь. На данный момент активные проекты, бывает же так, дурацкое название надо поменять. Привет, Якутск, добро пожаловать на нашу тусу. На канале имеется около 23 тысяч подписчиков, и мне кажется, это очень уютный, такой теплый, ламповый канал,
по крайней мере, был, потому что последнее видео загружалось 3 года назад. Кирка делал такие видосы про свою жизнь, истории жизненные, какие-то мемные, или на определенную тематику, в общем, делал. Ну, блин, это так мило. Если честно, его ролики мне напомнили другого зарубежного аниматора-ютубера, который раньше тоже жестко был популярен. Сейчас, наверное, тоже, я за ним не слежу. Его назвали Домикс. Его герой почему-то на него похож. В общем, я думаю, что это только начало, и мы еще не раз услышим какие-нибудь проекты, имена, мультики и т.д. и т.п. Например, даже сейчас в Якутии появилась своя анимационная студия международного уровня Tundra Animation Studio. Это детище моушн-дизайнера и арт-директора студии «Бункер» Александра Хлопкова. Якутянин работал с такими компаниями, как Universal, Disney, Netflix, Nickelodeon. Например, одна из недавних работ Тундры является мультик «Тымны Оуга» продолжительностью 8 минут. Это добрая история о дружбе старика и мальчика, которые решили сделать ледяную скульптуру. Я смотрела премьеру прям по телеку, не знаю, в открытом доступе она или нет, но, в общем, если сравнивать все остальные мультики и это просто небо и земля. Здесь уровень просто вот такой вот. Вот и подошла к концу моя история якутской анимации. Ну и, конечно же, я, скорее всего, не всех упомянула, не каждый мультик нашла и вспомнила, поэтому буду рада вашим комментариям. Если вы знаете дополнительную информацию, можете написать. Отдельное спасибо Анатолию Афанасьеву за предоставленную информацию и помощь в создании видео. В итоге могу сказать, что талантливые художники действительно есть. Но, к сожалению, в нынешних реалиях на хлеб заработать таким ремеслом очень сложно. Я устала говорить непрерывно 2 часа, у меня уже болит горло, поэтому я завершаю это видео. Если ты досмотрел до этого момента, знай, что ты герой. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И с вами была Аина. Пока! Thank you.